Прошло более 200 лет с того момента, как была произведена первая вакцина и привит первый ребенок. Сегодня, благодаря прививкам, человек может защититься от 27 серьезных заболеваний, будь то ветрянка, полиомиелит или гепатит Б. Быть прививки или не быть. Большинство врачей едины во мнении – быть. Многие родители боятся осложнений после них. Но доктора уверяют, риск негативных последствий от перенесенных инфекций в разы выше. Отказ от прививок может спровоцировать возможности возникновения эпидемии тех болезней, о которых уже давным-давно все забыли. Вакцинация является единственной возможностью защиты от таких серьезных заболеваний, как столбняк или полиомиелит. Даже если привитый ребенок болеет, к примеру, краснухой, он может переболеть в менее, скажем так, вернее, в более легкой форме, чем, допустим, непривитый ребенок. Современные вакцины являются менее токсичными, чем, допустим, препараты при прошлых поколениях. Вакцинировать детей врачи рекомендуют согласно графику национального календаря. Первые уколы новорожденному делают еще в больнице. От гепатита и против туберкулеза. Далее строго по календарю. Привиться можно в любой детской поликлинике. Первые месяцы и последующим в 3 этапа с интервалами там где-то месяц мы делаем это против гепатитов прививки и полиомиелита, коклюша, дифтерии, АКДС. И кому положено, допустим, если ребенок родился у нас с какой-то патологией, по ослабленной схеме АДСМ. Вот. И у нас есть еще пневмококковая вакцинация. Это мы используем ее для детей ослабленных. Конечно, из любого правила есть исключение. Детей с хроническими заболеваниями врачи прививают только в период ремиссии. Консультация специалиста нужна и тем, у кого есть различные аллергии. У нас есть иммунологическая комиссия, в которую входит несколько докторов, которые решают вопрос, какие можно ему уже применять вакцину и прививки. Уже исходя из этого, мы в дальнейшем полностью этого ребенка наблюдаем. Если есть какие-то хронические заболевания, ждем, пока они в стадии ремиссии у нас пойдут, лечим этого ребенка. Медики советуют родителям тщательно следить за здоровьем своего ребенка. Немаловажную роль здесь играет сбалансированное питание, полноценный сон и соблюдение санитарных норм. И, конечно, своевременная вакцина-профилактика. Тамара Хшагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24.